Сегодня с раннего утра Тува встречает участников чемпионата России по вольной борьбе. Прибыли более 200 участников из разных регионов России. Уже второй раз на Тувинской земле проходит чемпионат России по вольной борьбе. Поединки пройдут с 24 по 26 июня на открытой арене города Кызыла в универсальном спортивном комплексе «Субэдэй». Команды начали приезжать уже с 21 числа, поэтому приятные хлопоты у нас. Подготовка чемпионата идет на хорошем уровне. Начинается уже мандатная комиссия. Сегодня вечером будут и судейские совещания, жеребьевка, ну и, конечно же, подготовка, естественно, к первому дню соревнований. Настроение борцов отличное. Многие из них впервые в нашей республике. Пока еще как таковых впечатлений не получилось. Пока есть только ожидания. И, думаю, впечатления будут хорошие, потому что это республика с богатой культурой. Об этой республике я только знаю от ее спортсменов. Мы хорошо общаемся, на сборах вместе бываем. Это Найчин, Кулар, Арбакса. Президент Федерации спортивной борьбы республики Буян Бурбачук пожелал всем участникам удачи и побед. Сегодняшний день у нас все готово по плану проведения мероприятия. У нас сейчас только осталось встретить наших гостей, наших спортсменов, тренеров и судей. Сегодня последний день, день приезда. Всем желаю удачи, чтобы ковер покажет, кто как подготовился. И я думаю, что Тувинская земля всех порадует. Для Тувы проведение таких масштабных спортивных мероприятий – это не только событие и честь, но и возможность заявить о себе. Алдена Исая, Шулбан Мунгуш, Софья Сая, Тува-24. Все прибывшие спортивные делегации встречали волонтеры, которые будут их сопровождать на протяжении всего чемпионата. После того, как спортсмены обустроились, делегация встретилась в Субэдэй, где Алексей Базулин, тренер из Брянска, судья международной и всероссийской категории, озвучил правила и требования соревнований. По пассивности изменилось у нас в пользу атакующего. Сделали очень хорошую вещь, что касается того, что борец заработал свою активность. Дали 30 секунд пассивному борцу. Если активный борец забирает эти 30 секунд в дополнительную оценку 2 или 4 балла, а период активности не остановился и продолжается, то по завершению этой активности добавляется еще 1 балл атакующему борцу. Если в эти 30 секунд атакующий заработал 2 балла, а защищающийся оппонент вышел на ринг и заработал балл или любую другую оценку, то период активности убирается и дополнительных баллов больше не будет. Если же, допустим, пассивный борец, как и раньше было, заработал оценку, а активный не заработал, все, сразу период активности заканчивается. То есть любая оценка пассивного борца, activity time заканчивается. Если оценка активного борца, activity time продолжается и при завершении дополнительный балл дается. Таким образом, на чемпионате первая пассивность – остановка – это устное замечание. Вторая остановка – это сразу activity time, то есть 30 секунд. Тем временем изменения коснулись и у кадетов, и школьников. У них сразу останавливается и дается activity time без устного замечания. Модуль утвержден, так что, уважаемые коллеги, сейчас мы получим документы в Минспорта для того, чтобы изменить стандарт занятий борьбой с 7 лет. На чемпионате России изменения коснулись и в подсчете убегания. Если борец явно убегает за ковер, а оппонент догоняет и сбивает его на любое количество баллов, оценка оценивается в 2 балла и плюс предупреждение 1 балл, после чего все начинается в партере. Сразу после объяснения правил и изменений прошла жеребьевка. Каждый вытянутый номер фиксировали на камеру. Жеребьевка прошла, медицинские обследования позади. Меньше чем через час начнутся соревнования. Здесь у спортивного комплекса установили трибуны и ЖК-телевизор, откуда желающие, кто не смог приобрести билеты, смогут наблюдать за мероприятием совершенно бесплатно. Медицинский контроль и взвешивание в каждой весовой категории будут проходить перед соревнованиями. Сегодня прошли квалификационные и отборочные схватки в весовых категориях 61, 70, 79, 92 килограммов. Далее состоятся полуфинальные схватки. Тренер Сейфудин Сефербеков – представитель Вологодской области. В его команду Северо-Запада попал один участник – Руслан Сефербеков, который борется в весе 92 килограмма. Руслан Сефербеков – это мой племянник, хороший борец, мастер спорта, чемпион Северо-Запада, участвовал в многих международных турнирах.
особенно которые у нас в Северо-Западе проходит Новожиловский турнир каждый год. Работает непосредственно и сам уже тренером. Вот стараемся, вот наши ученики, чтобы развивали борьбу. Как отмечает Сейфуддин Сефербеков, здесь на чемпионате собрались сильные борцы, каждый из которых горит желанием проявить свои лучшие спортивные качества. Здесь, в спортивном зале, спортсмены разогревают свои мышцы перед соревнованиями, параллельно наблюдая в прямом эфире за борьбой своих соперников. После выхода с этого зала в коридоре их встречает выводящий. Выводящий – это волонтер, который сопровождает спортсмена до ковра. Он смотрит на сетку, где указаны имена всех соперников и кто против кого должен выйти. Первые схватки. Уже вовсю слышна поддержка болельщиков. За соревнованиями можно наблюдать как по телевизору, так и в социальных сетях. Их транслируют в Wrestling TV. Первый день соревнований, а в зале уже жарко. Активные болельщики, горячие схватки. Чемпионат в самом разгаре. И это только начало. Торжественное открытие чемпионата пройдет в субботу в 19 часов. Алтын Казбуян, Шолбан Монгуш, Владимир Сюртук, Азамат Учур, Тува-24. В дни российского чемпионата по вольной борьбе в Кызыле прошла научная практическая конференция «Спортивная борьба в школе Республики Тыва». Также олимпийские чемпионы, которые гостят в нашей республике, провели для юных борцов мастер-класс. Программа, именуемая «Спортивная борьба в школе», была разработана еще 8 лет назад Федерацией спортивной борьбы России, которая к сегодняшнему дню успешно внедрена в 47 регионах. Насколько эффективно само спортивное внедрение в систему образования и что включает в модуль, по которому будут по-новому развивать борьбу в школах Тувы с элементами национальной борьбы, рассказал московский ведущий специалист. Федерация борьбы вот как раз таки для себя избрала системный подход. То есть мы понимаем, что школа испытывает каждый день, решает какие-то задачи, испытывает трудности. Вот для решения трудностей, связанных с профессиональным спортом, с развитием системы, налаживания системы физической культуры в школе, мы можем и должны помочь. Это, конечно же, и проведение курсов повышения квалификации для учителей, с тем, чтобы они использовали очень большой багаж двигательных действий из арсенала спортивной борьбы. Это игры с элементами борьбы, но самое главное дать учителям те знания, которые помогут им определить, способен ребенок бороться или же он, допустим, способен играть там баскетбол, футбол и так далее, и так далее. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что очень отрадно, что у нас здесь проходит такое большое событие, как чемпионат России, да, 30-й юбилейный чемпионат России по вольной борьбе. В связи с этим, наверное, и даст особенно такой большой толчок в развитии именно в нашей борцовской республике, да. И я думаю, здесь нужно начинать уже с малых лет, потому что действительно наши ребята уже с молоком матери, наверное, воспринимают не только ребята, уже и девчонки начинают уже бороться, да, с самого малого детства, показывать такие замечательные результаты уже и на международном, на мировом уровне, да, и за другие страны уже борются наши ребята. А это российский борец вольного стиля и чемпион Олимпийских игр в Афинах Хаджимурат Гацалов проводит мастер-классы для юных борцов-вольников Тувы, попутно давая ценные советы и объясняя секреты техники ведения схваток. Тренерам и учителям физкультуры мастер-класс покажет уже Хаджимурат Магомедов, золотой медалист Олимпиады в Атланте в 96-м. Приехали на чемпионат России по вольной борьбе, и в рамках чемпионата мы заранее с Минспортом согласовали программу. Есть такая федеральная программа «Спорт детям». И чтобы была встреча с детьми, воспитанники спортивных школ, чтобы встретиться, поделиться опытом, что и делает наш олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов, делиться опытом. Потом пообщаться, какую-то автограф-сессию. Вот такая миссия у нас. О значимости развития системы борьбы с применением новых методов и возможностей оценивают и болельщики спортивной дисциплины. Это очень хорошая программа, начинание. Надо начинать с садиков, да, вот с возраста детских садов. Детских садов все уровни, если будем вводить вольную борьбу, это было бы просто здорово. Но я сегодня присутствовал на пленарном заседании, посвященной борьбе.
с удовольствием послушал, что у нас республика очень широко, да, вот разработана программа, у всех уровней практически вводится. Конечно, не вольная борьба, но борьба в целом. На второй день чемпионата страны, 25 июня, глава Тувы и президент Федерации спортивной борьбы России подпишут соответствующее соглашение по программе «Спортивная борьба в школе Республики Тыва», чтобы приступить к ее реализации и обоюдному сотрудничеству. Арес Мангуш, Буян Аюн, Шолбан Мангуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. На времени у нас 15:04. На ковре идет горячая схватка. Борется у нас со стороны Республики Тыва. Это Бады, наш борец. И со стороны Республики Саха-Якутия борец Устинов. Счет пока идет 3-6 в пользу якутского борца. К нашему сожалению, тувинский борец проиграл схватку. В это же время на другом борцовском ковре началась борьба между североосетинцем Владиславом Валиевым и молодым спортсменом Мадром Самданом. Удачно начав борьбу, Мадр все же проиграл ее. Владислав Валиев оказался опытнее. Первый день чемпионата оказался для тувинских борцов не очень удачным, но пока нет оснований для уныния. Сегодня молодые борцы получают первые азы больших соревнований. На ошибках учатся. Пока непонятно сейчас. Рубятся, видите, какие красивые схватки идут. И все зрители довольны. У нас давно, уже 25 лет назад, да, это исторический момент. Первый день чемпионата приняли участие 44 команды, включая Туву. Квалификационные и отборочные схватки проходили в весовых категориях 61, 70, 79 и 98 килограммов. На сегодняшний день борются наши спортсмены из Республики Тува, основном молодой состав, а завтра уже, можно сказать, тяжелая артиллерия, наши фавориты из нашей республики будут бороться. А так мероприятие проходит, по сценарию, по плану, так и идет. Мы, можно сказать, уже не отстаем от графика. Среди якутской делегации мы заметили легенду советского спорта, трехкратного чемпиона мира, победителя Олимпийских игр 1976 года в Монреале Павла Пенигина. Как будто я дома. И организация здесь проведения такого серьезного мероприятия, как чемпионат России, высочайшим уровнем. Подготовились хорошо, я за вас рад очень. Самое главное, наша сейчас, как у вас, как у нас, задача, это цель, чтобы чемпионами стать. Наши ребята выиграли этот чемпионат страны. Главные события чемпионата начнутся 25 июня. Предстоят полуфинальные схватки в 6 весовых категориях и финальные встречи в весовых категориях 61, 70, 79 и 98 килограммов. Сайгын Бирбю, Владимир Сюртук, Софья Сая, Тува-24.